Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Мы продолжаем изучать раздел «Климат и природа». Тема урока «Природа осенью». Цель урока – понимать основное содержание произведений литературы, фрагментов, содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определять тему, владеть словарным запасом, соблюдать орфоэпические нормы, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, создавать тексты, используя элементы разговорного и художественного стилей. Ребята, по данным ключевым словам определяем, о чем пойдет речь на уроке. Погода, тучи, листопад, музыка. Правильно, ребята, будем говорить о природе осенью. Упражнение 10. Прочитайте 2 стихотворения. Какая тема их объединяет? Какие чувства выражены в данных стихах? Одинаковое ли настроение создают эти стихи? Первое стихотворение «Славная осень» Николай Некрасов. Славная осень, здоровый и дрёный, воздух усталый и силой бодрит, лед не окрепший на речке студеной, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно, покой и простор, листья поблекнут еще не успели, желтые и свежие лежат, как ковер. Второе стихотворение Плещеев. Скучная картина, тучи без конца, дождик таки льется, лужи у крыльца. Чахлая рябина мокнет под окном, смотрит деревушка сереньким пятном. Ребята, обратите внимание на значение слов. Чахлая, солган, бодрит, придает силу, энергию, покой, тыныштық, простор, кеңістік, поблекнуть, потерять свежесть и яркость. Чтобы выразить состояние своей души, поэты и писатели используют различные художественные изобразительные средства – сравнение, эпитет, олицетворение. Сравнение – это сопоставление одного предмета или явления с другими. В сравнительных оборотах часто употребляются слова «как», «будто», «словно» и другие. Эпитет – образные прилагательные, которые характеризуют какое-то свойство предмета или явления. Олицетворение – это изображение предметов и явлений в виде живых существ. В своем стихотворении Николай Некрасов с помощью художественно-изобразительных средств создает разные образы. Автор использует такие сравнения: лед, как тающий сахар, то есть лед непрочный, рыхлый, белый. В стихотворении много эпитетов. Славная, какая осень, то есть хорошая, тихая, спокойная. Он показывает свое отношение к этому времени года, восхищается им и любит его. В стихотворении есть олицетворение «Воздух усталые силы бодрит». Николай Алексеевич Некрасов использует сравнения, эпитеты и олицетворения, чтобы сделать образ осени более точным, выразительным и красочным. Речь существует в 2 формах – устной, аузика, и письменной, жазба. Когда мы говорим и слушаем, пользуемся устной формой речи, когда пишем и читаем – письменной. Упражнение 14. Допишите прилагательные и глаголы, которые можно использовать при описании осени. Какую форму речи вы использовали? Осень какая? Золотая, волшебная, поздняя. Деревья какие? Нарядные, высокие, большие.
Листья какие? Желтые, зеленые, красные. Листопад какой? Осенний, сухой, ранний. Погода какая? Дождливая, солнечная, холодная. Тучи какие? Темные, белые, серые. Ветер какой? Холодный, теплый, ураганный. А во второй столбик напишем глаголы. Осень наступила. Деревья обнажаются. Листья падают. Листопад начался. Погода стоит. Тучи покрыли небо. Ветер дует. Упражнение 17. Составляем синквейн к слову листопад. Первая строка. Тема листопад. Вторая строка. Описание темы. Осенний, красивый. Третья строка. Действие. Падает, летает, кружится. Четвертая строка. Предложение. Настало определенное время года. И пятая строка. Слово, которое раскрывает тему «Осень». Спасибо вам за урок. До свидания.